Вот, подъехали к берегу, где мы обычно чистим рыбы. Подводим итоги. 23 рыбы. Там 3 или 4 щучки, 3 плотвички, остальное окунечки. 23 рыбы. И там у нас почти, ну короче, пол ведра будет, 20 точно. Все, как почистим, покажем, что у нас получилось. Клев полностью прекратился, полностью, ни поклевки, ничего. Вот остановились здесь, ни на червя, ни на воблер, ни на вертушку. Полностью как отрубило, и все. Последняя вот была щучка на удочку. Все, пошел я за рыбкой, за ведром. Друзья, чистим, короче, рыбу, и тут к нам пришел гость. Так, попробую приблизить, это бобер. Попробуй там подойти. Не, подойти он, ты чё? Я приближу, у нас же зумом камера. Он уходит в воду. Вон, здесь вот бобер. Только что был. Вот он плывет. Вот он плывет, бобр. Сидел полностью на дамбе. Паситью. Бобрятину позже, да? Ага. А может сейчас он на островок выплывет? Давай посмотрим. Может и выплывет. О, точно на этот островок, нет? Пролетел. Подожди, пока еще нет. О, видишь? Точно. Повернул сюда к острову. За нами следит. Ага. Еще тут Бобрик. плотину понастроить. А? Сейчас понастроить, говорю, тут плотину закроет эту речку. Все, спрятался. Славик такой, это говорит, кто? Это кто такой сидит там, не понял. Никого не было, да? Да, а тут что такое, думаю, что Вот такое? тут прямо на дамбе сидит, здоровенный вышел, да? А мы что, мы Вышел. тише, не видишь, я в камере пошел, он мне уже шуганулся от нас. Попробую поближе подойти. Не, бесполезно, он же не дурной, он чувствует сразу. Лишь бы он рыбу нашу не тронул, блин. А что, может, рыбу тронуть? Выдра, да, а бобр не знаю. Чисто ради хулиганских побуждений. Вот он, вот он. Против течения плохо плыть. Все, ушел вот туда. За поворот, все, уже его не видно. Вот такая, друзья, неожиданная встреча с бобром. Во время охоты это желанный трофей. Как-то я пробовал, угощали меня бобровым мясом. Понравилось, очень вкусное, жирное. Сам пока еще не добывал. Но очень хочу. Я его дошел до ручья, он там по ручью вот так хук. Течение-то сносит. И он вдоль этого, короче, сзади, да, я приблизил, и видно было нормально тогда. Лишь бы он, видишь, какой здоровый, да? Он килограмм 30 весит, наверное, здоровенный, блин. Ну он какой бурундук, блин. Я не понял. Что-то думал, медведь такой мелкий. Испугался? Нет, не испугался, просто говорю, что такое, блин.
Заявление тут Христа народу, блядь. Оборзевший, да? Все, осталось совсем немножко подсолить рыбу и приготовить на жарежку. Вот. Ракушков, плотвичек, пару щучек. Ну, короче, на пару сковородок, да? Сделаем. Так, друзья, это у нас крайняя проверка продольников. Поднимать я сегодня не буду. Просто проверяю, рыбу снимаю и просто кидаю, чтобы рыба не попадалась. А завтра уже подниму. Он после чистки рыбы один раз закинул воблер, и вон попалась щучка. Потом раз 10-15 еще закинули, и тишина была. Все, крайняя проверка. Некогда с продольниками этими заниматься уже. Вот. Что это такое? А, запутала. Нет, что-то идет. А не. Вот. Вон два окушка. Два крючка попало, два окушка. Третий окунь. Третий, четвертый, пятый опять в паре. Шестой, седьмой, 7 окуней. Вот такая вот гирлянда. Мы еще на жареху отложили. Знали бы, хоть не откладывали, да? Че, куда теперь это все? Хозяйство. Пакет какой-нибудь, еще один. Короче, 7 окуней. Ну что, снимаем. Будет у нас большая жареха тогда вся сегодня. Или что с ним? Ну, придумаем что-нибудь сделать. Чего ты? Чистить надо. Чистить надо. А как ты думал? Нечищенный же не будешь есть? Нет, его херово чистить. Почему? Шкуру, блядь. Вчера я ел с шкурой нормально, не хочешь, не ешь. Так, все. Не насаживаем, проверяем, а завтра уже буду сматывать, потому что сегодня уже поздно. Все. Так, второй продольник. Славка уже устал от рыбалки. Я не устал, я устал от окуней. А окунь что, не рыба? Нет. Вот это зря. Окунь, конечно. Обычно, когда вот так говорят, обычно потом на следующий день рыба не попадает. Хотел сесть у тебя на эту. Она села? А? Села? Она на бутылку села же? Да, хотела сесть на эту, но нас увидела и взлетела. Нет, она села, увидела, что бутылка, если это. Она слышала, я даже это, а бутылку шарахнула. Она думала, это утка. Одна банка тушенки осталась утиной. И, наверное, пару рыбных консерв, и все. Хочешь не хочешь, а жареной рыбы придется жарить. О! Все снимает, все снимает. Так, друзья, крайний продольник. Да. И все. Крайняя проверка. И на сегодня точно рыбалки все. Давай. Хороший. О, что-то есть. Что-то есть. Ёшкин-кот. А, это нет. Палка. Я думал, что-то тяжелое. Палку поймали. Так, еще кусок я вижу далеко. Так, куда? Давай, пока. Чтобы туда не ложить. Я, главное, думаю, что-то потянуло в сторону. Это палка, оказывается. И там кусок хороший, да? Ну да, окочуренный. Тоже уже окочурился. Все, рыбалку на продольнике закрыли. Ничего интересного. Таких окуней мы и на удочку натягаем. Не говори. Целое стадо, блин. Все, друзья. Всё, на. По-моему, почистим нормально. Твердые еще только-только окочурились. А собирать я уже их завтра буду. Потому что не буду сейчас время терять уже. Надо отдохнуть. Надо еще ужин приготовить. Опять завтра будет. Шмутюка нести с собой. Опять, да? Ну, куда деваться. Можно пару рейсов сделать.
Все, встречаемся дома. Дома, везде. В доме. Во, да. Это будет правильно. Встречаемся в деревенском доме. Ну, осталось совсем немножко до ужина. Славка готовит рыбу, жарит. Только что еще. Свет посвети, ничего не видно. Фонарик возьми. Да. Чё, А что, так можно было? Нет, Сейчас возьмем фонарик. Вкусняшка. Сегодня без муки, просто так в масле. тоже будет вкусно. Пробуй. И сегодня окуня у нас заметь битки. Видишь? Сегодня голова с хвостом. Да, Славка, хорошо в столовой, да? Пришел, заплатил, сел, съел, ушел. И потом опять кушать хочется в столовой. А тут вот, чтобы вот так вот приготовить, это надо рано утром встать. Целый день быть на реке. Ну не это, конечно, тоже. Но бывает и так, что бывает и этого не поймать. Да. И вот уже прийти это, почистить, все приготовить, съездить вот в деревню, это тоже опять. Ну, короче, если сказать, что... Деревенькой. Да, в деревню за деревенькой. Если сказать, что вот все это трудовое, ничего не сказать. Но тем оно вкуснее, тем оно лучше, потому что это добыто все своими руками. Ну, мне просто не передать. Это все свое, все родное, все экологически чистое, все вкусное, просто все обалденное. И это не просто ты кушаешь как бы и наедаешься, это просто получаешь просто душевное умиротворение, это просто... Сейчас бы мать умыться, Это но просто вау. очень хорошо. Это просто вау, как говорят, да? Это просто очень хорошо. И за это, что бы мне ни говорили, что бы мне там ни писали, всякие там корочку, Да. всякие там якие, что бы мне ни говорили, что бы мне ни писали, поднимаем бокал уже не рыбацкого, потому что рыбацкий у нас уже закончился. Да, мы планировали на 4 дня, а уже 6 дней. Да, нет, ну то, что мы планировали-то ладно, помогли. Скажем, еще, да. литр, 2 литра помогли нам. 2 литра. 2 литра, рыбацкого, да. 2 литра. Чуть больше, 20 с лишним. Ну нет, 2, почему? Там 2 бутылки, считаю, с ребятами, вот когда нас плавили. Ну. И все, и тут 2 бутылки не учидали. И что так? Да. Ну так-то мы тоже по граммульке с ними-то выпили. Ну, 2 литра, говорю, грубо говоря. Так бы нам тютелька в тютельку, конечно, хватило, но... Вот сегодня мы без гарнира. У нас рыбы полно. Да, сегодня у нас... Макарон... у нас же еще в котелке этот есть. Рис А, точно. с утятинкой остался же Да. немного. Надо было это... Подогреть. Да, нужно. Вот и гарнирчик, как говорите, гарнира нет. Все есть. Ну а теперь можно наконец-то поднять бокалы, наши чарочки.
За вас, друзья, и за нас с вами. Да. За рыбалку. Это не просто вытаскивание рыбы из воды, это целый процесс, это состояние души. Кто настоящий рыбак, тот нас поймет. Да? Точно. А кто не настоящий, тот им станет со временем. Не все. Ну иди сюда. Начнем с плотвицы А, у нас плотва и окушок. и щука. И щука. Голова и хвост. Да. Что-то он зачесался. Что-то поздновато, он зачесался у тебя. Так, достань, Слава, газетку, пожалуйста. Угу. Так, давай. Для костей. Как обычно, так же. Да? Я как-то зимой принес плотву, такая тоже добротная, крупненькая плотва была. Угу. И Валя пожарила. Лена, пригласи домой. Это говорит, что за рыба? Я говорю, хариус. Села кушать, съела. Вкусно? Конечно, вкусно. Хариус бы еще не вкусно. Даже не поняла, что это хариус, плотва-то. Самое вкусное это плавники. Когда хрустят. В масле вот они сгорели. Еще балдеж. О, и хвост. Соль вроде нормально, да? Непонятно. Нормально. Друзья. Вот свежая, когда даже плотва вкусная. А вот в жареном виде. А вот соленая плотва мне не очень. Вяленая опять же вкусная. А вот как вот просто вот скажем, я зя соленого люблю. Угу. А плотва, не знаю, у нее чего-то не хватает вот в соленом виде. Я ни разу не ел соленую плотву. Лучше жарил только. Только шарил. Ну. А соленый вот вялить, коптить, не? Да. Вот подсолить, подвялить, особенно когда она еще с икрой. Угу. Да, нормально. Главное, чтобы она не пересохла. А если пересохнет, тоже не нравится. Просто знаешь, у нас плотва-то как бы не особо бывает крупная. Редко можно поймать, ну, крупные. Ну, вот такие же, да? Ну да. Ну вот что вот с нее взять, вот что там ее вялить, я не знаю. Во-первых, это как бы Марокко, ну, для, вот, допустим, для меня. Не знаю, как вот остальные. Это очень долго с ней возиться надо. Мне, допустим, вялить очень просто. Да у меня, и, если честно, негде вялить, понимаешь. Видел у меня сушилка-то? Где лезет-то? Я Видел? туда, я сначала над ведром на проволочку вешаю, чтобы рассол лишний стек. Как только капать перестает, ну, немножко там, ну, полдня, скажем, грубо, я там на батарее в сушилке раз, Угу. день-два, все готово. Это хорошо, да. Ни Это- мухи ничего не влезут. Зимой какие мухи. А, Летом там у меня холодильник. воткнулся. Летом там у меня холодно, а зимой тепло. А я сейчас смотрел вот в Тимушборе, вот, куда я ходил, где продавец живет. Ну, Там у них сетка такая, знаешь, вот сетка на окна-то, которая с 4 сторон такой, ну, больше этого стола, наверное. так сейчас продают. Вот такой короб, сетка полностью обвита, и снизу сетка, и сверху только материал, и все. Я говорю, когда вешаете, говорю, тоже эти мухи залетают. А мы, говорит, ночью вешаем, когда мух нету, ну, когда холодно. Угу. Ну все. У меня у брата, у его жены, брат. Тот сам делал эту штуку. И очень хорошо рыбу там это вялил. Потому что прежде чем копить, надо О, свет. свет вырубили. Свет, друзья, у нас вырубили. Еще одному пауэрбанку пришел конец.
Сейчас фонарик тогда хотя бы включим. Не, у меня еще один есть повербанк. Сиди, сиди, Слава, я сейчас сделаю. Все, друзья. Немножко не рассчитались с повербанками. Один уже и так Дима заряжал. Все-таки время есть время. И имеет свойство все заканчиваться. Это точно. Нашел последний повербанк. Последний повербанк. Последний повербанк. Какой он, нифига, квадратик. Последний. Последний повербанк. Последний повербанк. Если бы Юрка Кулагин не отправил мне повербанк. Юра, привет, если меня смотришь. Ух, как он это. Я бы был уже давно без света. без энергии. Повербанки сейчас дорогущие такие, пипец. Ну да. Да, у тебя заряжает, тут не смотришь? Да, заряжай. Нормально. Сейчас посмотрю еще раз. У Да? меня есть еще один повербанк, здоровый такой же, типа вот этого. Ага. Как у Юры такой же. Но он включаешь, он заряжает. Сутки два до конца не зарядится. Вроде зарядил. Что-то начинаешь подзаряживать. Все сел. Ну, все кончено уже. Время, видать, пришло. Что сегодня? Я наливаю еще, да? Ну, ты начал, ты наливай. А 6 дней назад ты начинал. И продолжал до 5 дней. Сегодня 6-й день, да, прошел? Да, сегодня 6-й день. Ужас. Ну, я 5 дней наливал теперь. Теперь 5 дней я. Мы с тобой 5 дней уже это, как сказать, выдержим, но потом у нас все сядет и нечего заряжать будет. Что будем снимать-то? Что показывать-то, ребята, будет? Надо что-то думать, да, это электричество. Вот станцию можно было, но видишь, у меня лодка груженая. Так-то на снегоходе, конечно, я привез бы станцию, если бы зимой. Она бы потарахтела, часа 3-4 все зарядила, все гаджеты. Ну да. И пока заряжала, свет бы был и все такое. Вот именно. Лампочку воткнул, да? Да, лампочку светодиодную. И я в палатке у меня так и было. Я сижу, тут светло, все, она заряжает. Я даже пытался работать, У ноутбук. тебя сильно тарахтит он? Нет, у меня провод длинный, у меня 4-тактник же, французский. И у меня провод, сколько метров у меня? Метров, наверное, У тебя 40. у тебя бобини, да? Метров. Ну, 40 метров. Так Нет, будет. у меня Так делал просто такой, сам делал. да. 40-50 метров примерно у меня провод. Туда подальше, да? На всю длину. Да, зубрал, и он тут... Все, Не мешает. вообще не чувствуется, да, четко. Я потом, допустим, чтобы в ленже ходить, выключать туда-сюда, да, я примерно так наливаю, допустим, литр бензина, и его хватает мне поменять. Так, друзья, с вами тоже чокнемся. Да, обязательно. И будет все нормально. А так, сейчас, да, вот эта рыбалочка пройдет. У меня вот сегодня еще Славику говорил, Слава, говорю, впереди меня ждет. Косить участок, косить второе, а кучка картошки. Это нас тоже ждет. Да, это как минимум неделя. Потом будут, конечно, еще рыбалки. Возможно, приедут гости. Вот Саня Мазай хотел подъехать. В августе месяце вот Андрей Вездеход, коми с Андрюхой хотели. Не знаю, что как и будет, но мне кажется, опять до белых мух, наверное, это будет все так насыщенно, что не знаю, успею ли я что-то, не успею, но есть кое-какие планы, конечно. Дай Бог, конечно, чтобы все успеть, все увидим, все постараемся сделать. Это же все потом, вот то, что мы сейчас сняли, это у меня опять неделя работы, это просто не вставая с компьютера. А мне, представляешь, каждый раз в 5 утра надо вставать и на работу ехать. Так как у меня своего компа нету, придется туда догонять. Ну ладно, свои выходные. Справимся. Справимся, да. Давайте, друзья, за вас. Ну что, окушка будем грызти? Ох, какой теплый еще. Ой, ребята, давайте за нас столик сюда. Подходите, да? Всех накормим. Всех излечим, исцелим. Вкусняшка. Вдвойне приятно то, что еще поймано своими руками. Ну да.
А завершение-то какое классное, да, было? Ага. Не считая продольника, а там Щучка-то это. Ага. первый заброс, хлоп. Друзья, бобра видели, да? Офигеть. Вот оно. Бобра, говорю, видели, да? Там офигеть, да? Бобер. Столько мяса. Здоровый был, да. А бобер, мы тут рыбу чистим, копошимся. Угу. Слава говорит, это, говорит, кто? Я на дамбу поворачиваюсь, а там вот, ну, вот такой, наверное, да, получается? Так я Как думал, медвежонок, да, я думал, медведь. Медвежонок, думаю, что, какого фига делаем? Я такой, бобр. Я говорю, надо заснять. Да. И пошел вот за этой камерой, а камера в лодке была, мы же рыбу чистили. И вот он понял тогда уже, что это люди туда-сюда. Метров 40 было на оружейный выстрел. То, что мы разговаривали, как раз начали, да? Уже. Так мы и болтали же, и все. Так мы так болтали, да, и рыбу чистили. Солили. Но, видишь, я-то пошел, когда снимать, он уже выше пошел. Да. А если чисто с охотничьего, он еще когда плыл, если бы я ему на перерез пошел, все, его бы с 15 метров 100% бы завалило его. Ладно, не говоря, то есть люди, которые против всего этого. Да, есть люди, но есть люди и нормальные, которые понимают, что бобр это вредитель. Где есть бобр, там рыбы не будет. Ну да. Бобры, они все. Палатины Палатины строят. понастроятся этих. Тем более сейчас их развелось в таком количестве, что это просто... На них толком никто не охотится, по крайней мере в нашем регионе. Их очень много везде. Все реки в плотинах. А где плотины, там рыба уже нормально, миграции нету рыбы. Друзья, я пробовал бобра, очень вкусный. Если увидите, добывайте его и делайте из него. Не, просто так ведь опять же нельзя, надо лицензию. Вообще я говорю. Нет, в этом году я попробую лицензию взять. Сама лицензия, она не такая дорогая, она рублей 100 что ли. Но госпошлину 650 надо получается. Так скажем, заплатил ты 650 и, скажем, 4 бобра, да? 4, 100, да? 4. Ну, 1000 да. заплатил, у тебя 4 бобра. А купится это вот так вот. Мясо можно Да, консерву конечно. навалить. Да. Там тем более струя бобра. Хвост, говорят, очень вкусный. Говорят, да, там жир, говорит, очень там этот полезный. И можно еще и шкуру дать, наверное, я так думаю. В общем, как-то вот так, друзья. Отдыхаем. Немножко уже подустали, конечно, 6-й день идет. Общая усталость есть. Но я еще сегодня Славику сказал. Я говорю, что? Ну, можешь сказать людям, сколько времени? Час 27. Я говорю, Слава, это просто мы немножко устали, да. Но вот вернемся домой, отоспимся, пройдет день, пройдет 2. И мы будем вспоминать и думать, как же хорошо было здесь. И вот уже опять хочется опять сюда, вот, ну, Да. вернуться опять. День-два буквально отдохнуть и все. Потому что каждый день стоять на ногах, под солнцем, в непогоду, туда-сюда, вот. Это вот суета, чистка рыбы, засолка, все это, с одной стороны, это огромный труд. И постоянно то, что на ногах сидеть-то мало что получается. Огромная нагрузка на позвоночник. Спина болит, то болит, это болит, но, я говорю, душевно, вот это состояние, это кайф получается. Вот это все же болит, это приятно болит. Потому что мы ловим, отдыхаем. Каждая поклевка, вот это, да, вот этот адреналин, вот там. Да. Это уже не болит. Вот этот крокодил, вот, который ушел от Блин, Славика, да. сегодня мы его не нашли, конечно. Ну, да. Но зато сколько вот этих, чуть поменьше, да, вот сегодня, как приятно было, с берега подергал ты, вот тоже хорошо, Да. одного, второго, третьего, четвертого. Вот все-таки Лаки Джон блесну, это, блин, классная штука. Я потом, если такие попадутся, я куплю и обязательно Геннадию подарю. Троечку еще надо побольше, наверное. У да? меня была 3.0. Вот, то есть была... Она типа двойки не у тебя, была, да? она есть. Она типа двойки у тебя. По-моему, однерки. Похоже на Это однерку. Двоечка. Нет, это однерка вот И такая. однерку, нет, однерка меньше, наверное. Однерка. Не, ну блесна классная вообще, блин. Нет, как-то мне Валера говорил, вот это, там, короче, вот это уже, ну, такая штука, как бы, и вот, я не знаю, как называется, знак, ну, такой, чук-чук, Диез. Вот, и 3.0, это как-то перевод, как-то у них там меньше вот эта вот фигня, получается, однерка, по-моему, как-то. Или полтора, или какой-то такой вот получается. Нет, буквально ставишь такую же блесну, да? Не берет. Ну, да. Все такое же. Ну, а вот именно это только тогда, когда нету рядом Жоры. Мгм. Когда рядом Жора,
вешаешь что хочешь. Китай, резину, дрезину, Вот что нашел, резину. да? У тебя вон щучка. Офигеть, на малька. Сначала ждал окуня, это а клюнула, блин, да, натурпродукт, щучка. да. И главное, На ни поводок удочку. не перегрызла, ничего Ну, не... она то, что не заглотила, за крючок попала. Так вот, я говорю, да. А представляешь, вот она бы кусанула бы, и все. Я тоже смотрю, я 6-метровка тяну, смотрю, прямо мотор летит. Я знаю точно, сейчас будет удар и сход. Мгм. Я не раз Я же немножко, видел, да. и на меня хлоп. Я же видел. И никто не записывал. Славка, знаешь что, самое главное? Сколько ударов. Вот раньше я Харриса всегда ловил на удочку. Не 6-метровки, а там, наверное, еще больше. 7-метровки, сосновые удилища такие делали. Мгм. И вот Харриса тащишь, а тогда что-то мека много было. Тащишь, она ту-ту-ту-ту-ту. Когда на грудь, когда-то. Ну, раз 5, может быть, даже 10, может быть, попадала. Знаешь, куда? Она о, так вот прямо, блин. И удержу. Бедный Кокинаки, да? А куда ты вот? И четко. А как-то был еще случай у меня. Мне, наверное, я, наверное, в классе 5 был. Я на моторке уже с 4 класса, А, с сам 10 лет сам на ветерке ездил. Мгм. А тут я, наверное, в классе 5, не, 6, наверное, да. Мгм. А мы работали летом на сенокосе, возили сено на лошадях. Такие две Жерди? жерди идут, и снизу такие с деревьев сделаны, туда сено ложат такую копешку большую, ты подвозишь, тебя сталкивает и все, загружает это сено вот на сенокосе. И за это нам платили деньги. Одно лето я полностью отработал, 115 рублей заработал за лето. Это огромные советские деньги вот эти были тогда. Конечно. 115. Ну, сейчас взрослые Я, получали... мама что-то мне отложила, много. я говорю, мама, это на мотоцикл Минск. У меня мечта была, мотоцикл Минск, это 400 рублей, как-то 395 рублей, 410, там что-то сельская местность, не сельская местность, там вот эти разновидности. Они, да. Мгм. И вот, я говорю, мама, отложи. Я говорю, я соберу на мотоцикл. Не то, что маму прошу, я говорю, сам заработаю и куплю. Ну вот да, это. конечно. Это в 6 классе начал я вот эти деньги зарабатывать. И так получилось. А это в 7 я полный месяц отработал в классе. А в 6 я только начал работать. 1 лук закончили, 2 лук, наверное, на 2 неделе буквально. Я тогда заработал, наверное, не знаю, рублей 20-30, наверное, только всего лишь. Представляешь, отсенокосили все, Мгм. и лошадей распрягли, и у нас эта фишка была, ну дети там, сколько там, что там, 12-13 лет, на лошадях на перегонке. Ни За гриву, да? За гриву просто. седла нет, ничего нет, у тебя фуфайка там на гри, и это кто быстрее, ты представляешь? Вот сейчас бы я своего ребенка никогда не посадил вот такое. А нам это было в порядке вещей. Это было в порядке вещей, вот это, представляешь, где-то лошадей 12, у кого-то кобыла, у кого-то мерин. И вот, как сейчас помню, Иван Вась был такой, но Васька Расторов, покойный уже, 39 лет помер. У него чайка была, у меня лезгинка лошадь была, ну, 2 кобылы. И они самые шустрые были. Остальные там сзади остались, мы вдвоем впереди. До стана этого. Херачим. У него-то лошадь старая уже чайка, а у меня помоложе. И она шугалась с каждой фигни. Блин. И чтобы машкары не было, там разжигали специально чинос, как говорится, дымовик. Ага. То есть сухое сено, потом сверху сырое сено, и оно по всему лугу оно дымит. И до этого дымовика, как только дошло, там черное пятно. И моя кобыла пугается, и вот так тук, резко в сторону. И я как это, мистер Шмидт, я с лошади улетаю. Ну, резко в сторону, она летит. Ну, понятно. И резко в сторону побежала, а я что, не удержался, пацан, что мы? Ну да. И лечу. Лечу и правым плечом прямо в землю, головой вот туда 3-4 кувырка, вот так кувыркаюсь. Ай-яй-яй. И мозги-то работают, что сзади-то табун-то несется еще, лошадей 20, там, как индейцы это, блин. Да. Я тут же подскакиваю, блядь, в сторону, буквально 2 прыжка, пробежало это стадо, все. У меня адская боль. Но вот, если бы я там лежал, ну, затоптали бы нахрен, наверное. Конечно. Вот я считаю, первый падаю, затоптали, все, труп. Мгм. Хотя лошадь старается, конечно, человека подпрыгнуть, но не каждая лошадь может видеть, потому что они вот так вот, куча вот так вот Да, бежали. да. Мгм. Я встаю,
у меня голова кружится, адская боль, а у меня потом уже снимок показал, вот трещина в кости, перелом ключицы, что ли, вот, ну, правое плечо выбито полностью было от удара. Я в слезы, ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну понятно, что пацан. А сзади остальных рабочих везет ГАЗ-66, 66-й газон, он рабочих вез. И вот они уже подходят, что, упал? Ну, я говорю, да, упал. Ну, давай руку ставь. Я что-то машинально даю правую руку, и меня за эту руку поднимают, у меня все, я поплыл, сознание теряю. Очухался уже в больнице. Очухался, не то что в больнице, они, видать, тоже поняли, как-то аккуратно потом подняли, очухался в машине, боль адская. А у меня мать фельдшером работала. Мать посмотрела, все, снимок сделали. И меня полностью гипс перебинтовали. К чему я это говорю? К чему я это начал, от чего? Да. Я на все лето обездвижен. Какой из меня работник, и все, я потом уже не работал. Дома-то не сидится. Самое неудобное было это ходить, не за столом будет сказано, в туалет. Левой рукой ничего не получается. Но, кроме этого, Слав, представляешь, ездил на рыбалку, ты не поверишь. Я же все правой рыбачу, да? А тут надо левой рукой, у меня левая. Я подхожу к ветерку, вот у меня тут это все в гипсе. На ветерок подхожу, поднимаю это все, у меня это длинная удочка. Нейтралку, ветерок толкаюсь, это как-то пытаюсь на палке, все на лодке. Это пацану там 12 лет, да, грубо говоря. Толкаюсь, мотор ветерек завелся. Фарватер знаю, потому что как, ну, шпонку убить туда-сюда, это тяжело будет. Тем более на ходу уже мне не получится, это надо на берег и все такое. Оттолкнулся, поехал на перекат, это ниже Русанова, вот перекатик там был, далеко я не ездил толком. Все. Я одной левой рукой, удочкой, вот так вот раз, нацепил, и тум. Хариус, я вытаскиваю левее, правее. Но правый у меня четко получается на грудь, или как, ну понятно, да. Куда получается, Да, по ногам, или чуть-чуть пожалее, бывает, и по помидорам, блин, брюхаются, блин. Потому что лучше по помидорам, чем в сторону за лодку бывает исход. Ну да. И вот у меня схода много, но даже в таком положении я рыбачил с гипсом этим чертовым вот это. Вот Это, сейчас как рыбалка вспомню. это в крови получается. А сейчас бы я вот своего ребенка ни за что бы не пустил вот так вот. Ну, а я не знаю почему. Мне отец с 10 лет мотор ветерок дал, он лодку дал. Тогда не так строго было, ну, насчет гимсов. Я их вообще не... Рыбинспекция была, гимсов не было тогда вообще. Не было же раньше вообще таких. Да, не было Даже так никто не знал. строго. Кто хотел... Я Было только с 10 да, лет гонялось. ездил на ветерке, лет с 13 и гонял на 30-м вихре на Казанке. Пацан, считай. Блин. Я как только мог дергать его, меня отец дал его, я ездил, я летал, не то что ездил, блин, ёшкин кот, блин. И рыба была у меня всегда свежая, потому что отец у меня ловил весной и осенью, заготавливал, получается, на сети. А все лето, ну, отец тоже был на лете, там, на кораблик, то есть, когда время, на лима кололи, да, острогой. А так я, свежатина у меня всегда, пойду вот на жареху, я килограмм 5-6 поймаю харюзов за 3-4 часа на удочку, в порядке вещей, ну, нормально, харюзов. Вот так вот, Блин, килограмм 5-6. говорю, у меня как будто рука болит, честно. Вот так вот, говорит, килограмм 5-6. А тут, блин, сколько ловим. Ну нет, сегодня-то, вот, 3 хариуса там мы взяли Ну да. на воблер. На воблер первых сразу взял. А арбуз. Ну ладно уже, если заболтались, давай еще помаленьким, да, потом уже. А тем не менее, это уже рассвет, смотри, идет. Ну и что, поспим немножко. Поспим, конечно, какой. А как же? Ну уже сколько времени. Спина все равно болит, вообще, друзья, ноет. Ах, это от стоячки то, что мы это. От стоячки скоро все заболит. Завоем на луну. Да. То, что мы стоим, рыбачим, стоя. Да. Да. Ладненько. Давайте, друзья. Заболтались, хотели уже выключать камеру, а тут вспомнил и разговорились. От чего начали-то, я не понял уже. С левой руки. Что-то Из правой ноги. Да. Будем. Теперь точно все. Встречаемся завтра. И завтра начнется уже 7-й. Ну, не завтра, конечно, а
Сегодня часиков через 6, может быть 7. Посмотрим. Будильники не ставим, как проснемся, так и проснемся. До завтра, друзья. Спокойной ночи.